Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать руководителей общеобразовательных организаций на проектной сессии для директоров. Мы продолжаем наши проектные сессии, и сегодня, уважаемые коллеги, мы будем с вами обсуждать проблематику формирования эффективной команды. Мы с вами понимаем, что сегодня наша задача, она связана с тем, чтобы понять, какими управленческими компетенциями должен обладать руководитель общеобразовательной организации, который сегодня принимает решение о переводе школ в эффективный режим функционирования. Уважаемые коллеги, вместе с нами сегодня на проектной сессии будет работать Ольга Фаритовна Осипова, директор, председатель комрегионального отделения Российского общества знания. Данная сессия будет практикоориентированная. Мы с вами можем задавать вопросы, работать в чате, быть активными и, конечно же, уже заявлять о себе как о лидерах профессионального сообщества. Коллеги, я передаю слово Ольге Фаритовне. Ольга Фаритовна, ваша аудитория вместе с вами. Очень рада поприветствовать вас, дорогие коллеги. И давайте потихоньку приступать. Эффективная управленческая команда. Что это такое и вообще с чем это едят, да? И каким образом вообще ее выстраивать? Так, чтобы мне ее крутануть. Вот сюда вот, да? Ага, все. Куда? Все. Почему я могу говорить об эффективной управленческой команде? Да, сегодня я являюсь председателем общества знания, но больше 20 лет я занималась чисто управленческой деятельностью. Я была руководителем во многих организациях, в том числе в органах исполнительной власти. Поэтому вот то, что испытывает управленец на каждой ступени своей вообще трудовой деятельности и что творится вообще в коллективах, я знаю просто не понаслышке. Очень много пройдено и очень много изучено. Поэтому на сегодняшний день вот такие технологии я и изучала, и преподавала, и обучала государственных и муниципальных служащих, ну и с удовольствием поделюсь с вами. Так. В январе, в марте проводилась на сайте ХХХ.ру, это самый большой и самый известный сайт по работодателям, те, которые изучают проблемы трудоустройства. Как раз они определили топ-3 управленческих навыков. И, безусловно, в первую очередь это администрирование процессов. Второй навык, очень важный, стратегическое мышление. И третий навык – это формирование команд. Это то, о чем мы говорим сегодня. Формирование команд. Смотрите, управленческие навыки сегодня набирают наибольший вес. Они нужны сегодня, по мнению работодателей, они наиболее востребованы, наиболее важны и требуют развития. Стратегическое мышление, безусловно, нужно и необходимо, но все-таки управленческие навыки, они сегодня занимают очень важное место. Еще раз, да? Ага. У вас сегодня уже идет не первый день семинара. И что вы изучали в процессе этого семинара? Вы проходили, что надо делать с учениками, что надо делать в своих коллективах. Вы разговаривали о кадровых потенциалах, вы разговаривали о том, как выстраивать на сегодняшний день надо кадровую политику в школах. Вы говорили, когда. Вы очень подробно рассказывали, и вам рассказывали, как. Технологии, алгоритмы, методики. Очень много вы получили, что, кто, когда и как. Скажите, пожалуйста, если оценить пройденные материалы на сегодняшний день, то по 10-бальной системе как бы вы оценили полученные знания? Напишите, пожалуйста.
Наверняка вы участвовали во многих сессиях, и вы очень много получили ответов на вопрос «как?». Коллеги, да. Коллеги, Можете в чат да. скажите. Коллеги, да, если в чат вы напишите, да, мы просто увидим. Шестерочка. Угу. Ну, у вас еще завтрашний день впереди, поэтому еще много материалов получите. И вот посмотрите, вы как управленцы, как педагоги, как директора, вы получаете очень много информации на этом семинаре, на предыдущих семинарах, Они у вас бесконечные. В вашем профессиональном сообществе очень часто отвечают на вопрос «как?». 6, 8, 5. Отлично. Уважаемые коллеги, а зачем это вам надо? Семинар был обозначен, и тема была в семинаре обозначена моя, как управленческая команда для реализации национального проекта образования. Коллеги, а зачем сегодня есть такой национальный проект? Я вам сейчас задам очень такой провокационный вопрос. Оцените, пожалуйста, насколько вы понимаете, зачем. Я училась в школе, вы учились в школе. У нас замечательная была советская система образования. Мы все понимали, к чему мы придем. Мы отлично сдавали экзамен. У нас была отличная система образования, которую сейчас вспоминаю. Что нового будет в новой системе образования и зачем нужны эти бесконечные «как», эти новые методологии, эти новые принципы? Что идет нового в этом процессе образования и в этом национальном проекте образования? Оцените, пожалуйста, насколько вы понимаете вот это «зачем» и насколько вы принимаете это «зачем». Оцените, пожалуйста, по 10-бальной системе. Восемь. Давайте подождем. Все задумались. Вообще, на самом деле, пока вы думаете, оцениваете по 10-бальной системе, вот вопросы «что», «кто», «когда», «как» и «зачем» – это такая вот основная пятерка вопросов, на которые каждый день отвечает любой управленец. Так, ну что, немножко подождали, да, 7, 7, 7, последние 8, ну, примерно такие же оценки. Но вот смотрите, какая небольшая, во-первых, появилась заминка в оценке вопроса «зачем?», а во-вторых, я вас специально спровоцировала, да, система советская была замечательная, сегодня мы ее перестраиваем все совместными усилиями, и на вопрос «зачем?», а это вопрос о цели, ответить мы не всегда можем. И вот представьте, сегодня вот все присутствующие директора, все присутствующие на этом семинаре учителя – это одна большая управленческая и педагогическая команда, которая реализует программу «Национальный проект образования». И если сегодня вы для себя не можете ответить «зачем?», на провокационный вопрос «зачем?», то завтра, приезжая в свои школы, завтра что вы будете говорить педагогам? А вы им скажете примерно такие слова. Если вы себе не ответили на вопрос «зачем?», вы себе скажете: ну что, жить по-старому нам уже не дадут, поэтому придется перестраиваться. И мотивация ваших сотрудников, и мотивация ваших коллег, она тоже будет сильно-сильно снижаться. И пока руководитель не ответит себе на ключевой вопрос «зачем?», перестройки не будет. Почему мы говорим о вопросе «зачем?» и как это связано с лидерством? В нашей советской системе управления очень развита
командное управление, авторитарное управление. Это привычная для нас система управления. Мы к ней привыкли, мы ее понимаем, но время изменяется, и сегодня требуется, и от нас требуют и педагоги, и родители, и сами школьники другого подхода. Они требуют уже более демократических механизмов. И для любого директора всегда весы. Или это управленческие навыки с директивными, с такими с указательными технологиями, или демократические, да, приемы. Так, не получается у меня. Угу. И каждый руководитель сталкивается с проблемами решения любой задачи. Неважно в какой сфере, да, неважно в каком контексте, да, но каждый руководитель вынужден решать проблему или авторитарно, или демократически. Притом сегодня вот авторитарный стиль потихоньку он выжимается из школы. Я вам хочу дать алгоритм решения внутрикомандных проблем, потому что формирование команды — это прежде всего работа с людьми. Это прежде всего найти взаимопонимание с каждым из коллег. Кстати, обратите внимание, я очень часто общаюсь с руководителями, и очень часто руководитель говорит «подчиненные», и реже говорит «сотрудники», а совсем редко говорят коллеги. И вот в этом, казалось бы, небольшом таком принципе ведь тоже скрыто большое взаимоотношение с людьми и с коллегами. Я обратила внимание, Галина Владимировна все время говорит «коллеги, коллеги». Вот это уважение к людям, которые стоят напротив тебя. Это большой шаг и большое управленческое искусство видеть в мелочах уважение к людям, которые работают бок о бок с тобой и выполняют определенные функции. И вот из мелочей строится очень много. Это вот, знаете, как пример, когда надо решить большой-большой пример по математике, то он складывается из маленьких техник. 2 × 2 = 4. Последовательность действий такая. Так и в управленческом искусстве есть много технологий, которые надо изучать. И они на первый взгляд небольшие, но только с помощью того, что они доводятся до автоматизма, они как раз и позволяют быть управленцем высшего звена и высшего уровня. Алгоритм решения внутрикомандных проблем. Первое – это подготовка. Второе – это выявление проблемы. Третье – это решение. И четвертое – это контроль. 4-тактный алгоритм решения внутрикомандных проблем. Причем, когда приходим на любое совещание, как правило, мы видим, что ставится проблема, и очень быстро переходят к решению проблемы, упуская 2 очень важных момента – подготовку и последующий контроль. Давайте посмотрим, что мы можем решить в внутрикомандных проблемах с помощью такого алгоритма, которым, я надеюсь, вы можете воспользоваться. Подготовка. Что влияет на работу? Вообще на сегодняшний день, если вы спросите себя, если вы спросите своих коллег, то проблема далеко не всегда является той проблемой, которую нужно решать. Парадокс. Но, как правило, есть много надуманных проблем. Как правило, есть проблемы, которые не решают сегодняшний день. Я приведу вот такой простой пример. Руководитель, будь то директор или в другой организации,
идет по коридору, на самом бытовом уровне, идет по коридору, и он видит, что преподаватели, педагоги обсуждают проблему, обсуждают какую-то, идет обсуждение. И вот в мозгу часто у руководителей сразу щелкает. Им нечем заняться, нет дисциплины, нет, не заняты вообще производственным процессом. Хотя проблемы здесь может и не существовать. Задайте себе 2 вопроса. Влияет ли это на работу? И ответьте «да» или «нет». И второй вопрос. Если эту проблему не решить, что пойдет не так? И очень многие проблемы через эти 2 простых вопроса приобретут совершенно другую окраску. В нашем элементарном примере, влияет ли это на работу, если люди разговаривают в коридоре? Скорее всего, нет. И если не решить эту проблему, естественно, тоже нет. Если не решать эту проблему, то, собственно говоря, ничего и не произойдет. И если это не станет повальным вообще времяпровождением сотрудников на работе. Через эти простые вопросы вы можете оценить, стоит или не стоит уделять этому внимание или не уделять. Задайте себе следующий вопрос. Раньше было по-другому, что-то изменилось или все осталось по-прежнему? Ну и, естественно, цель. А зачем? Вот это вот любимый вопрос. А зачем вообще надо обсуждать или поднимать ту или иную проблему? Какая цель? Какую цель вы преследуете? Какую цель вы решаете? Что будет в конечном итоге для вашей организации, для вашего коллектива? Решить что-то или не решить? Следующий слайд. Когда мы рассматриваем проблему, важно выяснить точку зрения коллег. И вот здесь вот тоже далеко не всегда мы понимаем своих коллег. И, собственно говоря, бывают 4 причины, почему коллеги делают не так, как нам хочется. Люди понимают по-своему, люди не умеют, люди не могут или коллеги просто не хотят. Других вариантов не существует. И узнать вы можете точку зрения, только спросив. Очень часто мы не умеем слушать друг друга, и мы не задумываемся о том, что бывает другая точка зрения у наших коллег. И мы их не спрашиваем. И зачастую коллеги просто не понимают, что они работают не так быстро, не с той интенсивностью, не используют те механизмы, которые нужны. И когда задаешь руководителям, вы недовольны коллегой? Да, недоволен. А вы ему напрямую это сказали? Нет. Но ведь это же и так понятно. Он что, не видит, что он работает хуже, чем вот этот коллега? Друзья, ничего подобного. Вот тот коллега, как правило, считает, что он делает пусть немного, но очень качественно, что он отдает всю душу детям, что он сидит на работе с утра до ночи. И вообще вот все должны работать именно как этот коллега. А вот Марья Ивановна-то как раз работает не так. Поэтому отсутствие прямой связи, отсутствие обратной связи, она как раз вот в самом элементарном, таком примитивном где-то понимании, она не дает вам возможности правильно принять решение. Поэтому спрашивайте коллег своих, что они имели в виду, какая их точка зрения и почему они это так делают. Потому что у каждого коллеги, у каждого абсолютно есть своя точка зрения и есть своя мотивация, почему он это так делает. И ему кажется, что он делает это правильно и на благо родине, отчизне и любимому коллективу. Понял по-своему, это вообще все понимают по-своему. У каждого абсолютно своя картинка мира. И порой, когда начинаешь
с коллегами общаться по-человечески, вот я просто скажу по-человечески, начинаешь просто удивляться, насколько мы разные. И, соответственно, решения не принимают тоже очень разные. Если человек не умеет, то это уже всегда проще, это научить. Если вы спросили, тем более, всегда возможно, не может. Есть знания, есть навыки. Вам это известно лучше даже, чем мне. И никогда знания не переходят просто так в навыки. И управленческие знания, послушав, тоже, к сожалению, не переходят в навыки. Только многократно проверяя и многократно применяя небольшие управленческие инструменты, мы приобретаем автоматизм и, соответственно, приобретаем навыки. Ну, если не хочет, то тогда уже применяем власть, применяем другие методы управления в зависимости от сложившейся ситуации и от точки зрения коллеги. Угу. Есть такое понятие, как звезда Эриксона, да? Когда я уже начала говорить, что все люди, они имеют, во-первых, все ресурсы и используют все ресурсы, и директор использует все ресурсы. И любой педагог совершает, и любой человек совершает поступок только из благих намерений. Когда учитель кричит на ученика, ему кажется, что только так он может донести вот свою точку зрения. И только так вот этот именно конкретный ученик поймет в данной ситуации учителя. И только так он умеет донести до него. И, возможно, он прав. Возможно, нет. А возможно, он просто не обладает какими-то не управленческими, а в данном случае, преподавательскими, учительскими технологиями, которыми обучают. Значит, его просто надо дообучить. Но человек всегда делает то, что он считает приемлемым и возможным в данный момент времени. И если эта картина мира не складывается и не соответствует нашей, то это ничего страшного. Решение. Вот смотрите, мы перешли к следующей фазе. И когда мы говорили проблема, вот между проблемой и между решениями есть точка согласия. Директора, к сожалению, и как любой руководитель, мы очень часто проскакиваем, очень часто не проговариваем проблему до конца. Есть проблема, нет проблемы, в чем состоит проблема, а считают ли ваши коллеги это проблемой? Ну, вот как я у вас спрашивала, да, зачем мы перестраиваем школу, зачем сегодня реализуется проект образования? И если сегодня ваши педагоги не понимают и не видят проблемы «зачем», то, собственно говоря, какое решение они могут принимать и какое решение ваше они могут поддерживать, если они не видят необходимости в этом изменении. Поэтому выясняйте, в чем проблема, точка согласия, что такая проблема есть, ее надо решать, и только после этого будет приниматься решение. Если вы не прошли точку согласия, какие варианты возможны? Вы его продавите своим силовым давлением директора. Второй момент. Ну ладно, я соглашусь, чтобы не связываться. Ну и третье – это итальянская забастовка. Я уже так делаю, скажет вам ваш сотрудник, ваш коллега. Я так делаю, уже вчера не получилось. Поэтому завтра мы тоже делать так не будем. Уже снова не получится. Если ваши коллеги не поняли, не приняли эту проблему, если вы их не убедили, зачем, если вы сами к этому зачем не пришли, если внутри у вас это зачем не созрело, то решение, оно, к сожалению, будет достаточно эффективным.
Есть такое в бизнесе понятие «продайте свое решение». Уговорите и убедите, чтобы решения принимали сами сотрудники. Как это можно делать? Если ваш сотрудник, если ваш коллега понимает, зачем, то, как правило, он ищет, как уже сам. Как мы будем решать? Да, мы будем решать, потому что есть проблема, потому что ее надо решать, потому что она действительно стоит, она очень важна. Это и моя проблема, и ваша проблема, и нашего коллеги проблема, и родителей, и учителей. Это общая проблема, только тогда она начинает решаться. Что будет, если проект образования реализовываться не будет? Что нам тогда не изменить? Если в голове у сотрудников, у наших коллег не созреет, то и решения приходить не будут, и решения останутся на бумаге. Как только вы пришли к какому-то решению, фиксируйте что, где, когда. Фиксируйте на бумаге, иначе вопросы остаются просто вопросами, обсуждения остаются только обсуждениями. И уходят опять вот в неизвестность, в никуда. Невозможно не зафиксировать, решить задачу. Ну и последнее, контроль. Очень часто я встречаю, если руководитель раздал поручение, вроде как все поняли, вроде как все пошли выполнять, все, задача решена, проблемы нет. На этом заканчивается вся управленческая функция. На самом деле есть еще очень важный момент контроля. Это момент, по сути, обратной связи. Не скупитесь сказать добрые слова тем, кто потратил время и реализовал проблему. Не скупитесь на то, чтобы отметить человека именно в той части, в которой он действительно этого заслуживает. И, естественно, спросите, а что не получилось? И приучайте своих коллег, своих сотрудников. Сделал – скажи. Не сделал – скажи. Не получается – скажи. Не тяни, говори сразу. Вот это маленькая тоже техника, но заставляющая людей говорить сразу, что происходит у них, она позволяет быть, во-первых, во времени здесь и сейчас, чувствовать ситуацию и не затягивать исполнением конкретной задачи, конкретного поручения. Ну и есть очень управленческое правило, которое, к сожалению, тоже не всегда выдерживается руководителями. Это если есть какие-то провалы, то это провалы руководителя. А если есть победы, то это победы конкретных людей и вашего коллектива. Потому что если мы говорим о переходе на другие рельсы управления, если мы говорим об уходе от авторитарного стиля, то, собственно говоря, что остается у руководителя как управленца? Какие методики, какие стимулы, каким образом можно заставить коллег работать интенсивнее, как можно стимулировать, мотивировать их. Да, собственно говоря, остается не так много инструментов. Это и есть лидерские форматы. Это как раз возможность роста и видение лидера, а куда мы идем, а зачем мы идем. И вот здесь, когда мы говорим контролируем, то очень важно понимать, что мы мотивируем, контролируем, управляем не целиком коллективом, а конкретным человеком. И мотивация людей на самом деле не очень имеет большой разброс. Мотивирует людей большие задачи, интересные задачи, мотивирует карьерный рост, авторитет, деньги, кого-то мотивирует спокойствие. И вот лидер, мотивируя человека,
говорит не с точки зрения руководителя и что хочет сам руководитель. Говорите с точки зрения человека. Говорите с точки зрения, что надо человеку. А им надо или карьерный рост, или деньги, или спокойствие. И задавайте вопросы и мотивируйте из позиции того, что надо конкретному человеку. И задавайте вопрос. Да, некоторым нужно спокойствие. Далеко не все хотят карьерного роста. И это нормально. И если человек хочет спокойствия, то надо сказать, что у спокойных преподавателей идите спокойные. И для кого-то это тоже в приоритете, для каких-то родителей это важно, чтобы дети их были в спокойных руках педагога. И задайте ему вопрос. А если ты будешь не готов к той или иной методике, то твое спокойствие-то каким образом будет реализовано? Задайте вопрос из его картины мира, из его позиции, из того, что интересно ему. Потому что вы никогда не поменяете человека, и он, собственно говоря, не будет меняться в угоду вам. Он поменяется только тогда, когда у него будет внутренняя мотивация, когда он будет понимать, зачем ему меняться. А мотивация у него, собственно говоря, можно распределить вот по таким группам. Сегодня директор находится в очень непростой ситуации. Я бы даже сказала, из управленческих различных команд, наверное, самой сложной. Я уже говорила, да, что с одной стороны директор управляет не только своим коллективом, но и школьниками, которые есть. Их, причем школьники, которые учатся, но и те, которые ушли вчера. И директор влияет на этих школьников, вчерашних выпускников. Большое влияние оказывает на родителей. Ну и все, естественно, в учительском сообществе. Мне, честно говоря, вот формулировка «учительское сообщество» нравится больше. Вот это вот, наверное, из моего детства. Первый учитель, вообще учитель. У меня мама была учителем. Учитель – это что-то родное, близкое, как-то педагогическое, мне кажется, звучит немножко вот научно, далеко и не по-родному. Вот учительское сообщество – это вот прям вот из детства, это вот такое вот очень близкое. И сегодня школьники, особенно старшие школьники, да, они уже почувствовали вот этот воздух свободы. Они не хотят уже жить по-старому. Родители тоже воспитывают своих детей по новым традициям, в новых форматах, в новых реалиях. Коллектив, особенно молодой, который приходит со школьной статьи, вчерашние студенты, у них тоже требования уже абсолютно другие. И если директор не будет перестраиваться, если он не будет их мотивировать с точки зрения «зачем», то тогда, в принципе, водичку тогда можно, то тогда очень сложно будет управлять. И педагогу, преподавателю, директору всегда надо будет взвешивать или идти по-новому и воспитывать в себе и лидерские качества, спасибо, и возможность подойти по-новому, или будет тратить силы, энергию и ресурсы, и эмоции на то, чтобы управлять по-старому. Выбор всегда за вами. И когда мы говорили, я снова возвращаюсь к своему любимому вопросу «зачем?», несмотря на то, что оценки примерно были такие же, я вот голову дам на плаху, что вообще мы, как правило, не знаем, зачем мы все это делаем. Мы, как правило, не можем оценить для себя. Вот внутри себя мы не можем ответить на этот вопрос. Зачем нам надо реализовывать этот национальный проект? Но только найдя ответ на этот вопрос, вы действительно станете лидерами. Лидерами в своем коллективе и в своем
в своей школе. Я вам желаю лидерских качеств, я вам желаю успехов, я вам желаю, чтобы вы нашли мотивацию для себя и мотивацию для своих коллективов. Если у вас есть вопросы, задавайте, как раз осталось совсем немного времени, пишите. Если вы не согласны, если вам вообще были непонятны мои мысли, это вообще очень хорошо, когда есть противоречие, когда есть возмущение у вас, потому что тогда, когда есть возмущение, значит, вы уже переваривали внутри себя и есть какие-то нерешенные проблемы, а значит, вы ищете тот путь в коллективе и для коллектива, который позволит вам действительно рвануть вперед. И я вам желаю рвануть вперед. Ну что, подождем пока. Да, тогда можем говорить. Да. Большое спасибо, Ольга Фаритовна. Мы понимаем, что сегодня мы обратились именно к директорам как к личностям, которые сегодня осознают себя в процессе профессионального развития. Мы понимаем, что те компетенции, которыми мы сегодня владеем, они должны совершенствоваться. И мы должны понимать, что действительно меняется пространство вокруг нас, ставятся перед нами новые задачи. И мы должны формировать команду единомышленников. Но все данные инструменты, о которых сегодня говорила Ольга Фаритовна, они могут применяться только тогда, когда вы на себя эту функцию действительно возьмете. Что я готов сегодня работать с коллективом, со своей командой. И мы понимаем, что всегда будут и проблемы, будут и задачи. И это процесс постоянного совершенствования и себя, и коллектива, и пространства вокруг нас. Потому что мы действительно сегодня существуем в пространстве новых технологий, новых задач по трансформации педагогического сообщества. Конечно, нам действительно трудно. И я благодарна Ольге Фаритовне. Мы намеренно сегодня попытались обратиться именно к вам. Не как к должностным лицам, а именно к вам как личностям, как ярким индивидуальностям, которые сегодня вместе с нами реализуют национальный проект образования, которые включены в республиканский проект «Эффективная школа» и в ряд других проектов, но которые сегодня, сейчас вместе с нами на нашей проектной сессии. Коллеги, проектная сессия сегодня будет завершаться, но у вас есть возможность включиться и в наши дальнейшие профессиональные диалоги, в наши дальнейшие профессиональные площадки, которые мы надеемся, что с Ольгой Фаритовной мы будем продолжать как ряд обучающих мероприятий для директоров. Мы надеемся, что в контексте нашей совместной деятельности у нас будут очные сессии. К большому сожалению, сегодня мы работаем с вами дистанционно, и мы не можем видеть вас. Была бы, конечно, я думаю, что реакция, которая позволила бы Ольге Фаритовне еще поработать с каждым индивидуально, потому что, конечно, техники, технологии, которыми сегодня владеет Ольга Фаритовна, они позволяют поработать над индивидуальным профессиональным профилем директора. Поэтому, уважаемые коллеги, очень важно, что сегодня мы говорим об управлении коллективом, об управлении субъектами образовательных отношений. Коллеги, наша проектная сессия на сегодня будет завершена. Если еще вопросы поступают, мы готовы на них ответить. Буквально еще 2-3 минуточки. Ольга Фаритовна, слова благодарности. Коллеги пишут, что еще раз убедились, что на правильном пути. Коллеги, это очень важно. Большое спасибо. Коллеги, принимаем это, для нас важно, что вы сегодня были благодатными слушателями, и будем надеяться, что в рамках очных сессий
будет у нас возможность поработать с каждым из вас. Коллеги, у нас есть возможность задать вопросы, поблагодарить Ольгу Фаритовну. Мы очень рады, что Ольга Фаритовна сегодня вместе с нами. И, конечно же, уважаемые коллеги, еще раз задуматься, на каком сегодня мы профессиональном пути себя ощущаем. Мы понимаем, что процесс профессионального развития и профессионального совершенствования своих компетенций, он не может быть никогда завершен. Но главное понять, что мы к этому готовы, к процессу непрерывного профессионального образования. И наш семинар — это еще один из инструментов, еще одно пространство, где мы можем почувствовать, понять, осознать и прийти к тем необходимым решениям, которые важны для вашего профессионального развития. Уважаемые коллеги, мы понимаем, что вопросы вы все представили. Мы оставили контакт Ольги Фаритовны, очень интересный профиль в Инстаграме, в Фейсбуке, уважаемые коллеги. Поэтому, Ольга Фаритовна, я надеюсь, что могут быть и прямые обращения. Пишите по электронной почте, если еще будут вопросы, если впоследствии будут вопросы, то я, конечно, на все отвечу. Пожалуйста. Да. Коллеги, и я анонсирую, что мы будем надеяться, что готовность поработать со школьными командами Ольги Фаритовны, она в настоящее время определяется именно как наше уже профессиональное решение для вас. Поэтому, коллеги, будем ждать очных встреч с Ольгой Фаритовной, а на этом мы завершаем проектную сессию для директоров общеобразовательных организаций. Коллеги, спасибо, доброго вечера, до завтра.